Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что у него к вам поменялось, либо что с ним происходит из-за вас. Давайте посмотрим на вашего мужчину и узнаем, что за метаморфозы сейчас с ним происходят, либо ничего не происходит. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, кто вам интересен, важен, и пусть нужная и важная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Лилия. Лилия — это королевский цветок. Это цветок страсти и огня. Слушайте, как интересно. Он вас лилией видит. Почему-то еще считает, что вы опасная. Дерзкая, прекрасная, но при этом еще и очень опасная. Мужчина, на которого вы загадали, считает вас очень умной. И вот как раз-таки ваш ум — это и есть опасность. Вас трудно обмануть, вас невозможно провести, вы сердцем чувствуете. Да, сердцем чувствуете. Знаете, когда вы только лишь с ним познакомились, он вас считал такой вот прям девочкой-простушкой. Такая вот, нежная, добрая, заботливая, вся такая удобная, комфортная. То ли вы скрывали свои способности интеллектуальные, то ли вы, в принципе, ничего не скрывали, вы просто были нормальным, адекватным человеком, да. Вот как-то он такой думает: о, девчонка, что надо, мне подходит. Удобно. Ему было с вами удобно, комфортно, плюс вы еще красавица, и вот он мог вами и похвастаться, да, там перед мужиками, козырнуть. Но, с другой стороны, вот в процессе общения, отношений, да, начало раскрываться, что вы женщина очень умная. А еще стало раскрываться, что вы умеете за себя постоять, и что вы можете быть абсолютно независимой, и без него вы точно справитесь. Вам никто не нужен. Сейчас я не знаю, что между вами произошло, в какой тупик зашли ваши отношения, общаетесь ли вы по сей день, а может быть и не общаетесь, может кошка какая-то между вами пробежала. Вот он думает, что он вас очень сильно недооценил, плюс он человек все-таки хитренький, вот как ни крути, да, вы можете и не согласиться, но все-таки он хитренький человек. Он понимает, что вы женщина очень ресурсная, что вы очень многого добьетесь. Неважно, сколько вам лет, неважно, сколько ему, но вот вы можете всего добиться. Вот чего пожелаете, всего можете добиться. Он уже видел, как вы это делаете. И он такой, такой ресурс, такой бриллиант, да. Но нельзя отпускать, нельзя терять. И еще, чем дальше вы от него, либо чем холоднее вы к нему, тем сильнее он к вам расположен, да, прям липнет. Когда вы к нему добры и открыты, он, какой-то такой, знаете, типа не сильно надо. А как только вы от него отворачиваетесь, вот у него подгорать начинает. Готов там за вами бежать, ползти, вот лишь бы вас не отпускать. Как какая-то, не знаю, собака на сене, да? Какое-то странное у него поведение. То ли ему нравится, чтобы за ним бегали, то ли ему нравится в эти догонялки играть. То есть он не намерен вас отпускать, он не намерен с вами прощаться, но и он хочет какую-то свою линию гнуть. А линия какая? Очень нарциссическая линия, да? Вот типа «мне все, тебе ничего». Либо «ты мне должна, а я тебе ничего не должен». Мужчина, который буквально пытается, паразитировать, что ли, да, ему не только девушка, жена нужна, ему еще и, нужна эта заботливая мама, да, может, он в свое время от мамы любви недополучил, теперь он пытается, вот как капризный ребенок, в отношениях эту любовь получать. Очень сложный характер, там очень много всего напутанного. Иногда, наверное, вам кажется, что у него не все дома, да, либо у него есть какое-то отклонение, либо психологическое нездоровье, душевное, ментальное нездоровье.
Но на самом деле нет. Человек, в принципе, здоровым выглядит, и много всего напуталось, перепуталось у него в характере. То есть что-то он брал от других людей, что-то он сам вырабатывал, что-то он, например, до конца не понимает и действует вот, ну, как-то, знаете, на отмашь. Характер очень тяжелый. Внешне другим людям он кажется нормальным, адекватным, умным, интересным. Ну, они же с ним не жили, да, поэтому они его видят немножечко так в лоске, в свете. А вы, скорее всего, с ним жили, ну, либо были в очень тесных отношениях, и вы прекрасно понимаете, что что-то тут не то, не так с ним что-то. Да, это его вот этот сволочной характер, ну, извините за слово, но характер тут, правда, не праздничный. И этот характер ему в жизни очень сильно мешает и ни одну дорогу закрыл. Особенно вот все, что касается работы, бизнеса, заработков. Вот если бы характер был полегче, попроще, получше, позговорчивее, то мужчина мог бы и блистать, да, быть таким прям пределе, с работой. Мог бы очень многого добиться, и друзей бы настоящих завел, да, полезные связи. Но вот этот характер с подлецой, да, он ему этого не позволяет. Какой он настоящий, мне кажется, знаете только лишь вы. Даже, возможно, его родные родители не настолько хорошо его знают, насколько хорошо знаете вы. Но опять же, вы очень умная, да, вы видите между строк. И вы не только видите, но вы и чувствуете. И тем более я вижу, что вы неравнодушны к нему были, прям сильно неравнодушны, и вы действительно хотели помочь, спасти, но ему не нужна была ни помощь, ни спасение. Все, что ему нужно было, это самоутверждаться, ему нужно было теплое, приятное место, ну, чтобы о нем заботились, да, вот это ему имидж какой-то, внешний имидж нужен был. Вот, ну, как бы зачем вам такой мужчина? Я так понимаю, что вы уже устали от его выходок и, в принципе, уже ничего особо от него не ждете. Но вот в момент, когда вы от него начали уставать и начали от него отворачиваться, вот у него пробудился к вам истинный интерес. Да, он такой, она глубокая, она умная, она ресурсная, она многое может сделать, да, много вас может добиться. То есть если взять его мнение тогда в начале, когда вы только познакомились, и сегодня, то мнение как небо и земля разделилось, понимаете? Небо и земля. Вот настолько все это. Понятно, что он никогда это вслух не признает. Он даже, возможно, и сам себе не всегда готов в этом признаться. Тем более вам он точно не признается. Но то, что вы умнее, чем он, и эффективнее, удачливее, вот по его мнению удачливее, но, как по мне, все-таки умнее и эффективнее. Вот это он не готов признавать, но он готов этим пользоваться. Да, он действительно готов этим пользоваться. И еще, почему здесь показано, что вы ему помогали, и, возможно, даже помогали как-то материально, да, возможно, там вкладывались, либо денег ему давали, занимали, либо на ваши деньги жили. Вот почему-то мне еще такая информация идет. Может, у кого-то, у одного такая ситуация была, ну, либо у нескольких девушек, но вот идет мне такая информация. Вы знаете, ему очень понравилось. Прям очень понравилось паразитировать на вас. И он такой, бинго, да, это та жизнь, о которой я всегда мечтал. Но вам это не понравилось, и вы не готовы были это продолжать. Ну, вы, возможно, и не ждете от него каких-то миллиардов и каких-то золотых гор и гор алмазов, но вы хотите, чтобы человек все-таки как-то реализовался, да, чтобы он хоть как-то участвовал, там, в совместный бюджет, какие-то вам подарки дарил, что-то покупал, да, ну ладно, там плохо у тебя с работы, ну хотя бы там по дому помогай, да, какие-то дела на себя бери, но он же даже этого не делает. Просто не делает и считает, что так и должно быть. И вот все его аргументы, они настолько дикие для вас, что вы уже даже не знаете, как на них реагировать. Даже лишний раз не хочется с ним что-то обсуждать, потому что, ну, как безумный разговаривать, да, либо как какой-то, ну, самый тупой человек в мире. То есть вообще невозможно понять, что у него там на уме. Вот действительно он такой, либо прикидывается. Вот, а он действительно такой. Понимаете, он действительно, вот к себе он требует какого-то особого отношения, а к вам он может относиться как угодно. Да, вот в сторону его почему-то правила работают, а в сторону вас они сразу как будто бы и заканчиваются. И вот очень мне кажется, что вы не готовы продолжать с ним отношения, вы не готовы выстраивать отношения так, как он хочет, но и, возможно, даже какая-то уже усталость от него идет.
Вот прям устали от этой всей чехарды, неразберихи, этой глупости, да, человеческой. И, возможно, вы даже думаете о том, чтобы вот окончательно и бесповоротно это все прекратить, да? Ну, если Бог даст, да, встречу нормального человека. Если нет, то и сама справлюсь, да? Зачем мне это все? А у мужчины наоборот, он думает, что у вас какой-то там, не знаю, ПМС, либо какие-то гормональные сбои, либо еще что-то, белины объелась, что вы типа перебеситесь и успокоитесь. Вот он на это надеется, он на это уповает. А расставаться, прощаться, терять вас, нет, он не готов. Ну, он даже этого не представляет, вот как он будет жить, если вас не будет рядом. Даже если вам кажется, что он вас не любит, он любит, но какой-то своей специфической любовью, только лишь ему понятной. То есть в его понимании, типа, это любовь. Вот. Какую-то другую женщину, нет, я не вижу тут других женщин. Мне кажется, даже вот маму он так свою не любит, не любил, так как любит вас. Но опять же, еще раз говорю, это не значит, что это прям такая любовь, как вы думаете. Это любовь, как он себе представляет. Не знаю, как вас угораздило в эти отношения попасть. Видно, он вас тоже немножечко обманул в начале, да, как-то вам голову немножко задурил. Много там о себе позитивного рассказывал, да, много хвастался. А вы, скорее всего, девушка скромная, вы представить себе не могли, да, что люди умеют так обманывать, либо так врать про себя. Ну, что есть, то есть. И еще песок и карты говорят, что вы за последнее время как-то прям очень сильно изменились. И изменились в сильную, лучшую сторону. Изменения могли быть как внешние, так и внутренние. Скорее всего, оно и там сработало. Прям сильно изменились. И взгляд у вас очень сильно изменился. У вас взгляд человека, который знает, чего он хочет и как он это получит. То есть человек, для кого нет ничего невозможного. Человек, для которого все уже как бы предопределено, решено, и вы знаете, куда идти и как это получить. Какие-то непростые отношения, очень непростые. Ну, для вас это какое-то испытание, какой-то урок вы с ним проходите. Что это вообще кармические отношения на самом-то деле. Все подчиняется времени. И у кого-то следующий месяц, у кого-то следующий год, он как будто бы какой-то особенный идет. Тут либо съедетесь, либо разъедетесь. Нет, не съедетесь. Либо вы вместе куда-то поедете, переедете, либо вы уже разъедетесь навсегда. Вот именно следующий год. И еще показано, что в следующем году, либо в следующем месяце за вами какой-то новый мужчина будет ухаживать. Причем мужчина по медведю очень достойный, правильный, такой вот, как, знаете, в книге написано, да, про идеального мужчину. Серьезный, основательный мужчина с правильной подачей, характером, таким мужским прям характером. Ну, не дамский угодник, не брехун, а именно настоящий мужик, который вот немножко суровый, человек слова, дела, да, вот такой начнет за вами ухаживать. Вот, возможно, вы даже в каком-то пикантном будете моменте, когда ну, вот одна женщина, два мужчины, и нужно будет делать выбор. Если вы все-таки с этим своим уедете куда-то, либо переедете, скорее всего, вот как переезд какой-то, а может быть и съехаться, да, вот вместе жить, то ну, вы его прогнете. Вы его прогнете, вы на нем кататься будете. Вы можете в это, конечно, не поверить, но оно так и будет. Вот. А если все-таки другой мужчина появится, ну мало ли, может, вы любитесь, да, и скажете, все, ничего не хочу, хочу этого нового мужчину, буду жить с новым мужчиной. У вас новый цикл в жизни начинается. И он начинается где-то под конец этого года. Вот зима какая-то у вас особенная будет. Зима, она как будто бы вот перед вами небеса открывает, либо какие-то врата открывает, врата изобилия. Вот все, что связано с восьмерками, работа, скорее всего, да, дела, работа, бизнес, реализация, вот прям попрет идет слово, попрет. И, возможно, вам уже будет не до личной жизни, не до мужиков,
потому что это ваша профессиональная реализация, это ваша независимость, либо тот проект, который вы очень долго вынашивали. Вот оно прям попрет. Нет другого слова. Вот именно идет из потока это слово. Это значит сильно, обильно, много, больше, чем вы могли даже мечтать, либо в смелых своих ожиданиях представлять. Но вот прям врата, либо небеса, что-то открывается, и на вас это все проливается. Все, что связано с восьмерками. Ну, восьмерка — это, да, работа, профессионализм, мастерство. Вот, так что вам не до мужчин будет. Зимой мне идет, зима, особенная зима. Если будете смотреть в следующем году, то зима следующего года. Если смотрите сейчас, вот как я выпустила летом 26-го, в конце июля 26-го, то зима, ждать уже недолго. Вообще интересно все это. Новый цикл у вас в жизни начинается, вот как хотите. Цикл, как белая полоса, светлая жизнь, когда везет, когда все получается, когда вы в своем сиянии, в пике развития, да, вот такое время вас ждет. И я вам говорю, мужики, это будет второстепенно, вот серьезно. Больше будете ориентироваться на работу, на деятельность, на реализацию, на зарабатывание денег. Вот, тем более вижу, что вы что-то очень дорогое хотите купить, либо мечтаете что-то дорогое купить, может, квартиру, либо дом, либо машину какую-нибудь дорогую хотите купить. Вот будете деньги зарабатывать. И, вы знаете, заработаете. Вот этот мужчина, на которого вы загадали, он, видно, знает, либо догадывается, что вы добьетесь, многого добьетесь. И понятно, что не дурак, он не хочет отказываться от вас. И не будет отказываться от вас. То есть он может вам говорить что угодно и вести себя может как угодно. Но как только речь зайдет за серьезное расставание, либо вот окончательно бесповоротно расстаться, вот тут он себя и проявит. Он будет за вас цепляться руками, ногами, зубами. Там очень будет сложно от него избавиться на самом деле. А если вы еще и деньги начнете большие зарабатывать, ну вот как показано было, то там костьми будет ложиться и все, выносите, только выносить, да. Я не уйду, меня только вынести можно. Если вдруг так случилось, что у вас общие дети, тут вы должны быть готовы, что он может манипулировать через детей, настраивать детей, там, чтобы дети за него были, и все, что хочешь, может делать, да. Он даже может к вашей семье найти подход, ну, подлизаться, либо там, не знаю, загипнотизировать их, да, что даже они будут за него. Тут страх и ужас будет. Страх и ужас. Если вы там захотите к другому мужчине уйти, то же самое. Он будет такие вам эти сцены устраивать, что все, я заканчиваюсь, я помираю, мне жить осталось 3 дня, ты не можешь меня оставить. Типа это не по-человечески, там небеса осудят. Ну, кино будет. Кино, театр, абсурда. Вот, ну, как-то так показано. Сейчас он типа такая гордая птица. Вот его задели, его там обидели, унизили. Не так на него посмотрели, не то ему сказали. И он такой раз там поднял, да, взлетел, отлетел, сидит, тужится, пыжится. Но когда время придет, конкретно, да, делать выбор, либо определяться, он как это пиявка. Пиявка, как гидра, вот вцепится, присосется и попробуй еще его отгони. Что у него из-за вас поменялось? Ну, поменялось, конечно, поменялось. Он стал более, как сказать, образованным человеком, либо прокачанным в плане знаний, да, потому что вы очень часто делитесь с ним своими знаниями, выводами, умозаключениями. Он это все впитывает, как губка впитывает. Он, вы понимаете, он на вас посмотрит, вас послушает, идет куда-то и начинает вашими словами говорить. А люди ему там вот так вот аплодируют, какой ты умный. Но это ж не он умный, а это вы умная. Это вы его научили, вы его учитель, вы его наставник. За что ему такое счастье, а вам такое несчастье? Ну, скорее всего, да, это какая-то кармическая отработка. Может, он вам в прошлой жизни жизнь спас, да, либо там собой пожертвовал ради вас, а в этой жизни вы его на себе тащите, да, либо мучаетесь от него. Может быть такое, может. Но, опять же, это же не вечно будет продолжаться. Как только карма закроется, все,
Тут сам не захочет, так небеса вынесут из вашей жизни. Ну, а если вдруг как захотите оставить его рядом с собой, девочки, ну что, вы знаете, кто он такой, вы знаете, как с ним обращаться. В принципе, есть в нем что-то и хорошее, да, но вот не зря же вы его выбрали, не зря же вы с ним в отношения вошли. Что-то такие есть. Может, его очень мало, но оно есть. То есть нельзя сказать, что он прям стопроцентный говнюк, но и нельзя сказать, что он хороший, да, идеальный. Вот нельзя. Вот новый, который к вам идет, вот тот, да, вот тот хороший, сильный мужик, настоящий мужик. А этот так, 7-8, да? Ну, что есть, то есть. Значит, мои хорошие, вам сейчас не о мужиках нужно думать, а о том, что приближается к вам. Вы, вот я вижу, с головой уходите в какую-то работу, в какую-то деятельность, в какой-то бизнес, в проект. И буквально у вас дни вот калейдоскопом, да, пролетают. И не успели вы там проснуться в понедельник утром, а уже там суббота вечер, да, вот как-то так у вас будет, как на одном дыхании. Ну и деньги пойдут. Деньги, карьера, перспективы, нужные люди, важные связи. Вот оно прям все пойдет. Вот видите, у вас в отсыпке главный элемент – это вы и 8. Вот она ваша 8, вот она вы, вот они монеты, вот она подкова. Вот это самое главное. А мужчины, они как второстепенные идут. Что один, на которого загадали, что другой, который появится. Они как второстепенные. Так что, мои хорошие, поживем, увидим. От этого очень загаданного, да, будет сложно избавиться, если захотите. Там прям придется как выкуривать его, да. Другой мужчина появится, ну вот как надежная скала рядом с вами станет. Но и вам, понимаете, вот новый цикл успешный, счастливый цикл, денежный цикл, вот он у вас в жизни начинается. Так что, мужики, да, последнее, что будет вас волновать, и последнее, что будет вас интересовать. Вот прям с головой уходите в реализацию себя, в свой профессионализм. Очень многого добьетесь. Но оно вам по судьбе, да, вы очень долго к этому моменту шли, и теперь вот, пожалуйста, зима будет волшебной. Мои дорогие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.